В структуру не так давно созданного Института по правам человека входит отдел по защите конституционных прав, информационно-правовой отдел и экспертно-аналитический. Институт занимается широким спектром давно назревших в обществе проблем, таких как оказание помощи многодетным и малоимущим семьям, инвалидам детства и Отечественной войны, вопросами, связанными с качеством оказываемой гражданам медицинской помощи и другими не менее важными вопросами. Также на встрече обсуждались вопросы создания списка льготников, которым должна оказываться абсолютно бесплатная медицинская помощь. Наши граждане особо акцентируют внимание на качестве медицинского обслуживания. Сегодня по законодательству Абхазии первичная экстренная помощь как минимум должна оказываться бесплатно, так как прописано в законодательстве. Мы встречались с многими главврачами тех или иных медицинских учреждений, у которых интересовались, воплощается ли это право в жизнь. Нам были однозначные ответы даны, что те средства, которые закладываются в республиканском бюджете на текущий год и прошлые годы, хватают ровно на 1 месяц. То есть 11 месяцев наши люди, они фактически вынуждены возмещать этот недостаток за счет личных средств. Также на встрече поднимался вопрос об условиях, в которых содержатся заключенные в Дранской тюрьме. В СИЗО сейчас отбывают сроки 6 несовершеннолетних, и с ними необходимо проводить воспитательные работы, а также реабилитационные мероприятия. Та система, по которой мы сегодня содержим наших заключенных, учитывая, что нет у нас общего режима, нет колоний поселения, все сегодня содержатся в строгом режиме. Некоторые думают, что есть там все необходимые условия созданные, но это, я вас заверяю, что это не так. По словам участников встречи, тех, кто побывал в месте содержания заключенных в Дранде, условия в тюрьме не соответствуют элементарным санитарным нормам. Просто не было камеры, в которой я побывала, я во многих побывала, где бы работал санузел. А вот эти отходы в какой-то огромной яме прямо перед медчастью, просто открыто, туда можно просто провалиться. Перед санчастью. Площадка спортивная, которую когда-то построила Марина Гумба, вся залита тоже отходами, потому что откуда-то вытекает из какой-то там стены. Просто невозможно, это просто караул. И в каких условиях? Там, где могут с помощью родителей и прочее, сами ремонтируют, сами там что-то заштукатуривают. Перед Институтом по правам человека также остро стоит проблема размещения организации и укомплектования кадрами. На самом деле людям фактически некуда обращаться за помощью, так как Институту до недавних пор не было выделено помещение для полноценной работы. Вот сейчас почти скоро год, наверное, да, будет, как вас, полгода, да, как вас учредили, и тот факт, что у вас нет ни офиса, ни укомплектован ваш штат и так далее, и бюджета нет, это говорит как раз о том, что все-таки какие приоритеты вот у нашего правительства, у нашего руководства, не очень понятно. Мне кажется ненормальным, когда, допустим, вы нам говорили, да, комитет по приватизации снимает офис в Гудоу-Плаза. Это за счет наших налогов, за счет нашего бюджета, правильно? Значит, и все-таки не скудные, конечно, средства государства, это понятно, но, наверное, не такие уж скудные, если не маленькие деньги платятся в Гудоу-Плаза за вот эти вот офисы. И одновременно уполномоченный по правам человека, ему, так сказать, негде сидеть. На встрече обсуждались и другие, не менее важные вопросы, волнующие общество. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Маршан также сказал о том, что вопрос размещения института будет решен в кратчайшие сроки. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.